Здравствуйте, Дамир. Здравствуйте. Приветствуем вас в Crown Plaza, программа «По сути дела». Сегодня тема программы по развитию предпринимательства. Вы стали бизнес-шерифом в Нефтекамске, это правда? Да, с недавнего времени. Как становятся бизнес-шерифами? В городе Нефтекамске стажировка моя длилась почти 5 лет. То есть на уровне общественной деятельности мы в Нефтекамске занимались малым, средним бизнесом, продвигали, поддерживали их более 5 лет, знакомились, общались, получали доверие от них. И вот сейчас решили попробовать вот в этой стезе. Вы сами занимались тоже бизнесом? Да. Каким? Более 15 лет я занимался в сфере услуг и в сфере строительства. Скажем так, довольно-таки очень хороший, я считаю, опыт. Он только не родительский, а настоящий свой. Сейчас решился попробовать уже более систематизировать те проекты, то видение, как можно сделать немножко эту среду лучше в городе Нефтекамске. Вы будете в роли замглавы администрации по вопросам предпринимательства. В чем ваша основная задача? Как она сформулирована? Основная задача – это коммуникация с предпринимателями. Потому что, наверное, из-за года в год предприниматели говорят о том, что их не слышат и они не знают о программах, о поддержке. А наоборот, муниципальные и региональные власти говорят о том, что очень много программ. Из-за этого основная функция – это составить эту коммуникацию, чтобы донести до каждого человека те на самом деле бонусы, те программы, которые есть по поддержке именно к бизнесу. То есть создать информационную, очень хорошую атмосферу. По линии ТАСЭРа, это вторая задача основная – это привлечение инвестиций. ТАСЭР – это что это? Это территория опережающего развития. То есть город Нефтекамск получил статус федеральный, то есть дали определенные налоговые преференции. Мы открыты для новых инвестиционных проектов, для проектов в сфере производства, может подразделение какое-то условно под НИФАС, под ИСКОШ. Сколько резидентов сейчас? На данном этапе мы с апреля этого года только вступили, мы одни из самых молодых в республике. 2 сейчас резидента в городе Нефтекамске с общим объемом инвестиций уже на 77 миллионов рублей. Это достаточно прилично. Да. Ну и вы планируете дальше развивать? Да, конечно. У нас уже на очереди еще 7 резидентов. Сейчас в Минэкономразвитии, получается, России. Сейчас еще 7 бизнес-проектов мы рассматриваем, согласовываем с ними. Если эту аттестацию мы проходим, то есть, скажем так, дают нашим резидентам новым этот статус, то есть налоговые льготы очень серьезные, и мы дополняем свою кубышку новыми инвестпроектами и новыми рабочими местами, на самом деле, в Нефтекамске. То есть наша задача действительно отойти от монозависимости от нашего предприятия, от НИФАЗа. Сколько предпринимателей занято в Нефтекамске в малом и среднем бизнесе? На сегодняшний день общий реестр 4250 человек на сегодняшний день. Это и юридические лица, и предприниматели, и микробизнес. Именно предприниматели маленьких, среднего уровня и микро более 2500 человек. Но мне сказали, что в Нефтекамске одна из самых больших долей предпринимателей в малом бизнесе, да? Да, республике. Доля очень большая, но город Нефтекамск, численность немножко начинает, скажем так, увеличиваться жителей. То есть к нам едут в Нефтекамск, соответственно, эта доля немножко чуть в меньшую сторону уменьшается. Но наша задача работать. По указам главы республики от сентября, которые были приняты, указа, скажем, Хабирова 2024, предусмотрено двукратное увеличение численности малых предприятий, численности предпринимателей в республике. Сможете ли справиться с этой задачей в Нефтекамске? Вы смотрели вообще эту задачу? Да, конечно, да. Эта задача, и нам разъяснили ее, да. Мы сейчас формируем, и она уже уже действуем по дорожной карте, которая есть. Мы очень массированно работаем и по системе образования, то есть мы работаем с теми малышами, которые только хотят встать на этот путь, с теми предпринимателями, которые уже начали и немножко чуть-чуть, пессимистично немного настроены, то есть в формате даже психологической какой-то помощи. И даем и информационную, имущественную, и финансовую поддержку для них, а также работаем с крупным бизнесом в формате ТАСЭРа, как я уже сказал. То есть, по идее, в городе Нефтекамске созданы все условия, чтобы мы этих задач достигли. Единственное, что нам сейчас только командой сплотиться осталось, и администрации, и бизнес-сообществом, чтобы эти показатели действительно уже на деле показать их. Для успешного ведения бизнеса нужно 3 условия. Это выгода, безопасность и комфортность, комфортные условия. На встрече с бизнес-шерифами первый вице-премьер Андрей Назаров обозначил, что безопасность ведения бизнеса и комфортные условия – это в том числе задача бизнес-шерифа. Как вы планируете эту задачу выполнять? Вопрос безопасности я бы здесь на 2 части попробовал, разделил бы. Первое – это юридическая безграмотность, это я так скажу, многих предпринимателей. Соответственно, они иногда вкладываются в бизнес-проекты без каких-либо документов. Они не формируют договорные условия. Они создают
допустим, берут в аренду или входят в инвест какие-то проекты, на самом деле, да, не формируя свои, скажем так, требования на бумаге. То есть вы будете обучать их здесь? Не то, что и обучение предполагается. То есть, допустим, школа молодого предпринимателя, сейчас она как бы прошла, где именно юридическое образование и финансовая грамотность. Это как бы очень львиную долю занимали эти предметы. Параллельно мы даем людям, чтобы они защищали свои деньги, которые у них есть. Они скопленные, заработанные. То есть это очень важный критерий. А второй вариант безопасности, как бы это неправильно, может, не звучало, те надзорные органы, которые есть, наша задача, чтобы они были более лояльны. А как ограничить их вмешательство в ведение бизнеса? Ведь зачастую это те задачи, как раз, которые нужны для безопасности, там, я не знаю, города, республики. Понимаете, есть просто те надзорные органы, которые немножко потребительски относятся к предпринимателям. На мой взгляд, стоит... То есть это какое-то вымогательство стороны я бы не проверяющих надзорных не сказал бы, органов? не вымогательство, они в рамках закона действуют, да, но есть небольшие нарушения, я подчеркиваю, небольшие, которым можно рекомендовать. Вот как сотрудник ГАИ остановил, вот человек, к примеру, не пристегнулся условно. Они же могут информационно порекомендовать и разъяснение вести человеку, а можно сразу по максималке оштрафовать человека. Или тот случай, когда Ради Фаидович говорил, что предприниматель обратился, когда Роспотребнадзор закрыл предприятие, когда можно было, в принципе, дать срок на неделю на исправление, да? Можно дать срок и время и разъяснить предпринимателю, чтобы они поправились. Просто зачем банкротить предприятие и, допустим, на улицу выставлять 150 человек условно, когда нарушения, они символические на самом деле. Вы можете здесь вмешаться и помочь предпринимателям? Я думаю, однозначно да, но надо, чтобы здесь, многие надзорные органы, они федеральные, и надо, чтобы на уровне республики нас посадили за стол, и мы включились в одну команду. Какие у вас вообще рычаги полномочия? Вы, как замглавы, можете каким-то образом влиять на вопросы комфортных условий бизнеса? Мы на данном этапе уже убрали решал. То есть тех персонажей, которые за определенную сумму решают и продвигают какие-то вопросы. Такие были? Есть уже. У нас, к примеру, сейчас проходит очень большая реформа по НТО, не стационарно-торговым объектам, то есть по ларькам, по павильонам. И у нас подходят к нам предприниматели, которые заплатили условно определенную сумму денег, сотни тысяч рублей, чтобы кто-то решил их вопрос. А на самом деле мы проверяем эти документы, там все в порядке с документами, в рамках закона можно все сделать очень хорошо. И наша задача, мы доводим эту информацию, чтобы они напрямую обращались к нам и доверяли. И мы стараемся в ускоренном формате доводить все эти юридические вопросы, имущественные вопросы за предпринимателя более оперативно и, самое главное, не затрагивая его интерес финансовый, то есть без вливаний дополнительных. Вы работаете уже около месяца. С какими вопросами предприниматели обращаются к вам? Первый вопрос – это субсидии, это бесплатные деньги, это дешевые деньги. Людей интересует все-таки доступность этих программ. Они думают, что только определенно привилегированные предприниматели имеют доступ к ним, и наша задача – допустить их. Очень большие деньги у нас в резервах, что, допустим, по центру микрофинансирования, что по фонду моногородов, что сейчас банковская система под 8,5% дает очень большие линии для крупного бизнеса. То есть дешевых денег очень много, и наша задача информационно показать и довести до исполнителя этих программ. Второй вопрос – это доведение до конца имущественных вопросов с землей, с регистрацией каких-либо производственных площадей, потому что у меня есть такие, скажем так, предприниматели, которые более 2 лет не могут узаконить определенные объекты. Слишком система забюрократизирована, это раз, и во-вторых, не было заинтересованности определенных чиновников. А здесь мы прям берем эти документы, заходим вместе и пытаемся возбудить интерес в отношении субъектов малого бизнеса в городе Нефтекамске. Какие, скажем, направления наиболее популярны у бизнеса в Нефтекамске? У малышей, я называю так, у предпринимателей, да, это все-таки торговля, это франшизы, молодежь вообще в сторону франшиз смотрит, то есть готового бизнес-направления, готовых форм. Средний бизнес все-таки сейчас он не вкладывается в новые проекты, в новые производства, они расширяются, они укрепляются в своих позициях, формируют такой производственный аутсорсинг, пытаются зайти на НИФАС, то есть ряд продукции, которые закупаются в других регионах, а также в других странах, и они пытаются экспортное замещение сделать этих позиций. То есть те производственные мощности, которые есть, они пытаются заменить через региональную лизинговую компанию оборудование, или же расшириться, или сделать замену. То есть сейчас укрепить пытаются позиции, это более средние предприниматели. А крупный бизнес, он такой, скажем так, очень внимателен и, скажем так, присматривается к территории, скажем так, где, скажем так, вкладывать и расширяться в их большом бизнесе. Мы как раз только сейчас первые ласточки и новые мосты с крупными предпринимателями наводим, чтобы дать им нужные условия для реализации этих проектов в городе Нефтекамске. Глава республики заявил, что отныне в Башкирии не место чиновникам, которые работают по системе откат-наезд.
Есть ли эти явления в Нефтекамске? И доверяет ли бизнес вообще Радию Хабирову? У нас вот очень классная программа, инициатива именно предпринимательских и инвест-часов. То есть предпринимательские — это на уровне глав муниципалитетов, инвест-час — это здесь вот на уровне республики. Благодаря этой площадке вот действительно каждому человеку можно зайти и попросить именно те инструменты, которые продвинут их бизнес-проект на этой территории. У вас регулярно проводятся У инвест-часы? нас регулярно проводятся инвест-часы, и на каждый инвест-час заходит от 2 до 5 проектов. И вот, допустим, у нас вот получается, вот короткий период времени мы вот более 95% этих проектов, этих запросов от существующих бизнес-проектов, а также новых стартапов, мы удовлетворили их запросы. Но все равно как бы многие люди еще не в курсе, соответственно, мы через СМИ и через социальные сети все-таки дорабатываем. И вот как бы, может, абсурдно не звучало, когда мы показываем и, допустим, в сторисе выступаем и приглашаем, к примеру, да, там, предпринимателей. В сторисе это где? Это в Инстаграме. Понятно. Вот. Как бы это абсурдно не звучало, когда в соцсетях, когда в галстуке молодой человек, условно там, будучи бизнес-шериф, приглашает, и это делает очень часто, импульсивно. Вот. Наша задача именно, чтобы достучаться до каждого предпринимателя, чтобы тот инвестпроект, который есть у него в голове, чтобы мы его готовы сопроводить, мы готовы его презентовать главе города Нефтекамска. Если он масштабный, действительно, а у нас есть перспективные масштабные проекты, и как резиденты, и мы вот хотим Ради Фаритовичу Хабирову их презентовать 21 числа. Вот мы в Нефтекамске главе сейчас. У нас новый завод, мы по производству медицинских изделий планируем в городе Нефтекамске, республиканского уровня. И, соответственно, мы заслушаем сначала 21 числа главе города Нефтекамска. Если одобрит он, соответственно, будем уже претендовать на время Ради Фаритовича. Не могу не спросить, многие жители раньше называли город Нефтекамск Мавликамском, учитывая, что большой авторитет был у отца нынешнего главы. Вот сегодня ситуация как-то меняется в городе, все-таки Ратмир Мавлиев, глава администрации города, мэр. Ну, рейтинги Ратмира Филовича очень как бы высокие. Он действительно очень сильно преображает город Нефтекамск. Это и дворы, и, ну, в большей степени, конечно, скажем так, в этом участии Ради Фаритовича есть в большей степени, потому что вот хабировские подъезды, как бы, да, там башкирский дворик, эти программы, это все региональные, но именно контроль и сопровождение этих проектов, на самом деле, да, Ратмира Филовичем, и создание благоустройства в городе Нефтекамске, вот эта вот синергия с региональными властями, она дала очень хороший результат, и Ради Фаритовичу очень сильно доверяют, это раз. И как бы предприниматели, когда слышат то, что я бизнес-шериф элементарно, они с долей уважения уже как бы к этому относятся, к этому проекту, я вот так вот скажу. Вообще, как бы, не стесняетесь этого названия бизнес-шериф? Вначале немножко, как бы, я немножко чуть-чуть полицейский. Да, немножко скептически к этому относился, потому что за название, кто это придумал. А потом это настолько стало популярно и в норме. Или, допустим, когда я представляюсь как помощником главы по поддержке предпринимательства, вы же бизнес-шериф Ради Фаритовича. То есть, ну, немножко становится. А вообще приятно. У вас подчиненность двойная, получается, вы и главе Нефтекамска, и Госкомитету по предпринимательству. У вас какая вот структура назначения? Насколько я понимаю, что это была такая двойная, два ключа. Ну, прямая подчиненность у нас перед главой города Нефтекамска, то есть как бы Радмиром Филовичем Мавлиевым. Вот. Также мы тесно очень взаимодействуем с Бойцовой Римой Юрьевной, как бы очень плотно. И наш руководитель — это Ради Фаритович, который нам дает направление и идеологически. А так у вас вообще как бы двойная подчиненность? Да, подчиненность двойная, да. То есть у нас каждую субботу у нас оперативки проводит Рима Юрьевна. То есть, специальный госкомитет по предпринимательству. А вы вообще рукопожатны в бизнес-сообществе Нефтекамска? Ну, тяжело как бы самому мне как бы это оценивать. Но я думаю, у нас доверительные отношения и с малым бизнесом, и с микробизнесом, с малышами. У нас очень как бы хорошие. И средний бизнес нас воспринимает. Ну, диалог есть. Учитывая, как часто они пишут именно в социальных сетях. У нас вот вчера вот у меня вечер, допустим, да, я последнюю встречу закончил только в кафе в 10 часов. То есть как бы у нас, да, мы обсуждали, скажем, расширение одного предприятия по производству пластиковых изделий в Нефтекамске. И вот вторая встреча уже вечерняя, уже за чаем элементарно, была уже у меня дома. То есть предприниматель пришел по поводу интересного инвестпроекта в городе Нефтекамске. Мы с ним разошлись, наверное, 11:30 вчера. То есть это все крупно, это не крупный, это средний бизнес. То есть как бы они доверяют этому проекту и доверяют, самое главное, городу Нефтекамску и властям. Спасибо, Дамир Галиуллин. Он рукопожатен в бизнес-сообществе Нефтекамска, и предприниматели ему доверяют.